Мастер производственного обучения Политехнического колледжа по специальности «Сестринское дело» Марина Леймоева стала призером всероссийского конкурса «Мастер года». Он проходил в Екатеринбурге, был организован Минпросвещения России при поддержке Общероссийского профсоюза образования. Об этом расскажет Диана Дударова. Я люблю помощь оказывать, я люблю медицинский халат, люблю очень сильно. И эта искренняя любовь к выбранной профессии помогает ей добиваться поставленных целей. «Мастер года» был первым конкурсом, в котором Марина Леймоева принимала участие в номинации «Социальное обслуживание на дому». Прежде чем стать финалистом третьего всероссийского этапа, ей пришлось пройти отборочный тур в стенах колледжа, далее республиканский, где она заняла первое место и уже в конце сентября демонстрировала свои профессиональные навыки на большой площадке среди сильнейших мастеров производственного обучения страны. Он особенный, уникальный конкурс. В нем не только показывают традиционные мастер-классы, дают возможности творчеству, креативу. То есть необычный урок ты даешь, надо что-то креативное дать. Я узнала, как в других регионах работают, что они нового дают детям, как они свой урок преподносят им. Конкурс «Мастер года» проводит Минпросвещения России при поддержке Общероссийского профсоюза образования. Испытания финального этапа состоялись на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Всероссийский конкурс «Мастер года» направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы СПО, выявление и поощрение талантливых и инициативных педагогов. В этом году он проходил во второй раз и собрал более 1000 мастеров производственного обучения. Участники представляли 85 регионов России. Жюри оценивало использование инновационных практик, практикоориентированный подход к решению проблемных кейсов, оригинальность, креативность предложенных решений по 45 профессиям. Чтобы оказаться в числе 10 лауреатов, Марине Леймоевой не хватило совсем немного баллов. Конкуренция, рассказывает, была сильной. Для конкурса «Мастер производственного обучения» Леймоева подготовила видеорезюме. До самого финала готовилась к выполнению конкурсных заданий. Осознание того, что она представляет регион, заставляло чувствовать еще большую ответственность. Я хотела, чтобы узнали о нашем колледже, что есть в Ингушетии такой колледж, что есть коллектив очень хороший, что мы готовим студентов, творческих студентов, те, которые в будущем могут преподнести свою профессию, полезными быть. И вообще хотелось узнать, чем дышит этот конкурс. Да, что-то новое узнать хотелось, конечно. Новые методы какие-то преподавания хотелось узнать. И коллеги, и знакомые о Марине отзываются как об очень скромном человеке. О своих заслугах и стараниях она предпочитает много не говорить. Правда, коллеги не скупились на похвалу в ее адрес. Считают, что решение отправить Марину представлять регион в таком масштабном конкурсе оказалось самым верным. Я не знаю, что она говорила, но мы знаем, что она выступила очень достойно. Она очень скромный человек, и, возможно, она о себе так вот громко не заявила, но я вас уверяю, что ее выступление было достойное. Мы в этом уверены. Хотя она и не попала в число финалистов, но финалистом она все равно является, но я имею в виду в число победителей. Но мы в ней не сомневаемся и знаем, что она достойно представила нашу республику, потому что в ее лице это был мастер производственного обучения Республики Ингушетия. Марина Магомедовна очень скрупулезно подходит к проведению производственного обучения. Каждому уроку она готовится. У нее для каждого студента бывает отдельное задание, и вот результат у нее превосходит все ожидания, и Марина Магомедовна у нас является одним из лучших мастеров. Марина Леймоева мастером производственного обучения по специальности «Сестринское дело» работает 17 лет. После окончания школы поступила в Грозненский колледж, но из-за военных действий учебу пришлось продолжить уже в медколледже имени Асия Тутаевой в Ингушетии. Предложение работать преподавателем поступило сразу после открытия Политехнического колледжа. Я тогда понимала, что все-таки кадры нужны в республике, медицинские кадры нужны, и дети должны быть именно профориентированы. В медицине же не должно быть людей, которые просто так пришли. У них все-таки свои качества должны быть. Они же не должны просто так, не любя профессию, работать. Это же все-таки очень ответственная профессия. И вот когда я видела, что детям нравится, студентам нравится, что они хотят дальше продолжить именно заниматься медициной, вот это меня как-то стимулировало.
Одно из конкурсных заданий у Марины Леймоевой было практическое занятие со студентами из Екатеринбурга. Профессиональная эрудиция, знание передовых технологий в области практической подготовки, а также умение взаимодействовать с аудиторией были главными критериями оценки. На площадке ингушский мастер демонстрировала все те же навыки, которые применяет и на своих занятиях. Я раньше работала в больницах нашей республики и стараюсь преподнести больше наглядно практический опыт у меня. Именно практику преподнести по евростандарту даже, какие-то практические занятия, какое-то новое оборудование показать, которого до сих пор нету у нас, например. Как освоит материал студент, во многом зависит от ее подачи, считает Марина Леймоева. Заинтересованность их в предмете – ее главная задача. И, судя по отзывам ее подопечных, с ней она справляется. У нее большая душа, просто она настолько добрая, прям не описать. Может пойти навстречу, там, если что-то случится, может помочь. Объясняет все четко, понятно. А главная цель в жизни Марины Леймоевой – быть полезной людям и приносить человечеству добро посредством своей профессии. Вы никогда не сожалели о выборе профессии? Нет, я не сожалела с точки зрения нашей религии. Бог мял мы бис. Диана Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24.